Александр Сергеевич, здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Начну, наверное, с самого такого примитивного. Вы раньше бывали в Мирном? И если да, то как вам город? Добрый вечер. Я рад приветствовать вас, всех телезрителей. Конечно, я много-много раз был в Мирном. В свое время я практически каждую неделю сюда прилетал, когда был руководителем администрации при Штурове. Ну, последние годы из-за своей загруженности в городе Якутске прилетал, конечно, гораздо реже. Вместе с тем, вот как раз есть повод оценить изменения, которые в городе произошли. Город изменился, ну, не так сильно, как, может, Якутск за это время, так, но есть, конечно, позитивные изменения. Вместе с тем, кое-где видны и не очень приятные моменты, да, об этом мы сегодня как раз и с головой района, и с головой города много говорили. Я вот сейчас вечером как раз, пользуясь свободным временем, прогулялся по центру вместе с Ришатом Галеевичем, посмотрели некоторые моменты. Вот днем я был в парке. Поэтому город изменился, но Мирный мне всегда нравился. Нравился он тем, что благодаря своим строителям, первостроителям, которые на самом деле были, знаете, в хорошем смысле вот такими людьми горящими, так, горящими идеей, город очень зеленый. Мне многие из них, я их знал лично, они мне много рассказывали, как они сажали эти деревья, как они за ними ухаживали. И на самом деле вот этот городской парк, это же как раз вот сегодня превратился в памятник. Памятник их вот героизму трудовому и тому, что они на самом деле думали о будущих поколениях. Вот мы в Якутске, например, за последние годы тоже посадили десятки тысяч деревьев. И я вот сегодня как раз там некоторым жителям, с которыми встречался, и говорили, кстати, спрашивали про Якутск, а когда вот Якутск станет таким зеленым и так далее, бывшие жители города Якутска. Да, я говорил, что, знаете, я знаю точно, что через 20 лет город Якутск превратится вот такой. Они говорят мне, будем ждать. Я говорю, ждать не надо, надо сегодня уже действовать с тем, чтобы было еще лучше, еще краше. И в Мирном, и в Якутске, и в других наших городах. У вас в Мирнском районе достаточно насыщенная программа, очень много общаетесь с представителями местных властей. Если говорить о планах по развитию региона, о планах в отношении благоустройства именно, то какие бы вы назвали ключевыми сегодня? Конечно же, регион должен развиваться. В целом республика и Мирнинский район. Но сегодня я ставлю в том числе во главу угла не просто развитие ради развития, не просто там алмазы ради алмазов, бюджет ради бюджета. Мы в первую очередь должны думать о людях. Людях, которые в том числе здесь живут. И эти люди должны жить богато и счастливо сегодня и сейчас, а не через там эфемерное количество лет. Многие, может, и не доживут. Да? Мы же привыкли жить для будущего. Да? Всегда говорим, вот, не мы, так дети будут жить хорошо, не дети, так внуки и так далее. Об этом, конечно, надо думать, заботиться о будущем детей и внуков, да, но хотелось бы, чтобы и сегодня люди могли жить хорошо. Вот для этого нужна хорошая среда. Вы знаете, 70% опрошенных вот недавно, согласно опросу вот Всероссийского центра изучения общественного мнения, при выборе работы в первом месте сначала выбирают город, где они хотят работать. И только потом начинают в этом городе искать работу. Это вообще кажется парадоксом, но это так. То есть если раньше в первую очередь людей интересовала заработная плата, и они готовы были жить в бараках, готовы были терпеть лишения бытовые, сегодняшнее поколение, молодое поколение, оно уже выбирает немножко по другим подходам. И может это и правильно. Я не говорю, что так должно быть, но мы имеем данность. И качество жизни в наших городах, в наших поселках, в селах должно быть высоким для того, чтобы наши дети здесь оставались и чтобы люди сюда приезжали. С этой точки зрения, конечно, городская среда, в том числе Мирного, она должна быть коренным образом пересмотрена. Мы должны особое внимание обратить на программу переселения из деревянного жилого фонда, потому что вот двухэтажный жилой деревянный фонд, он практически везде в республике, это на самом деле аварийные дома. Если не аварийные сегодня, то завтра. И, конечно, мы, кроме вот строительства, например, новых домов, новых кварталов взамен вот этого снесенного аварийного жилого фонда, мы должны думать о среде, чтобы здесь было красиво. Вот для этого, конечно, я считаю, что нужно привлекать сюда хороших архитекторов, хороших дизайнеров, идти на эксперименты. Слава Богу, что у Мирного, в отличие от большинства абсолютного других городов и поселков республики, есть деньги.
Вот и мне сегодня доложили, что компания «Алроса» совместно с районом и совместно с городом создали программу, где каждый год в течение 3 лет они будут вкладывать по 20 миллионов рублей на асфальтирование внутриквартальных территорий. Вот. А компания «Алроса» и, опять же, город и район, опять же, по 15 миллионов рублей они вкладывают для того, чтобы красить фасады в Мирном многоквартирных домов. И эту же окраску можно сделать красиво. Можно не просто там закрасить там, да, то есть не желтый, зеленый, в унылый бежевый цвет, а красить так, чтобы они стали, ну, интересными. Можно, в конце концов, заниматься стрит-артом, то есть рисовать картины на стенах этих домов с тем, чтобы они, ну, интриговали людей, привлекали внимание. Вот в Якутске мы по 3, по 4 дома каждый год, но сейчас раскрашиваем, причем с участием уже художников из-за границы. Народ много спорит о них, там кто-то восхищается, кто-то ругает, но это абсолютно нормально. Главное, что у людей, ну, глаз цепляется за это. Вот, тоже в Мирном это вот надо необходимо. Мирный все-таки очень красивый город, он зеленый город, он реально, наверное, самый зеленый город нашей республики. Но вот с точки зрения качества вот самой непосредственно городской среды, того, что человек сам вот делает, да, мы здесь все-таки есть отставание определенное, которое, слава богу, можно ликвидировать. Привлекать надо здесь молодежь, в том числе из Якутска, чтобы они здесь помогали с архитектурным дизайном, помогали с какими-то вот художественными решениями. Я думаю, что это можно все достаточно оперативно реализовать. Об этом я сегодня, кстати, и главе района, и главе города говорил. В этом плане, в плане благоустройства и жилищного строительства, насколько республика здесь тесно взаимодействует с «Алросо»? То есть эти отношения уже исторически сложившиеся, крепкие, но насколько сегодня это продолжается? Насколько вектор этот направлен именно на развитие? Понятно, что «Алроса» исторически всегда была градообразующим предприятием для города Мирного. И для Удачного, для Айхала. Недаром сегодня вот все эти 3 города у нас входят в число моногородов в Российской Федерации. Вместе с тем, перекладывать все на «Алросу», сказать, что «Алроса» сама должна все эти города содержать, решать, там все, начиная от детского сада, заканчивая там вопросами вот, городской среды, это было бы абсолютно неправильно. Все-таки мир меняется, меняются условия, в которых компания работает. А сейчас на мировых рынках у нас есть глобальные вызовы, связанные с теми же синтетическими алмазами. Так? И отвечать на эти вызовы компания, конечно же, должна глобально и при этом соответствовать, ну, с точки зрения эффективности лучшим мировым компаниям. И при этом вот тащить все и вся на себе она уже просто физически не может. И, конечно, республика должна более активно работать по таким программам, как, например, переселение жителей из аварийного жилого фонда. Нигде не написано, что вот в моногородах это должно производиться за счет вот градообразующего предприятия. Это законы по переселению из аварийного жилого фонда, они едины для всей Российской Федерации. Просто в свое время, там, в силу объективных, там, субъективных причин, жилые дома в Мирном было принято как бы так не признавать аварийными, а потихоньку их там заносить за счет той помощи, которую компания оказывает. И сегодня мы видим, что, например, в том же Нерюнгринском районе мы сносим сотни домов многоквартирных, деревянных, а в Мирном их мало, и сносим мало, десятками. Ну, за счет вот этой федеральной программы по Мирному у нас вообще сноса не было. У нас снос было в основном, там, по-моему, там Удачном, Айхале. Вот. И здесь, конечно, мы должны с руководством района более активно взаимодействовать для того, чтобы максимально нам попадать, в том числе и под федеральное финансирование по социальным различным программам. Это правильно, это нужно и важно всем нам. Вы упомянули о том, что «Алроса» сейчас меняется, идет реорганизация. В Якутии к этому относятся по-разному. Есть и негативные мнения, есть и позитивные. Какова ваша позиция о тех перестановках, о той модернизации, которая сегодня идет в «Алросе»? Вы знаете, эта модернизация, она была неизбежна. Она произошла бы или рано, или поздно, да? Но мы сегодня имеем, еще раз говорю, абсолютно объективную картину. Когда идет глобальная конкуренция на глобальных рынках, компания не может работать в стандартах 20 века. Это
мы должны очень четко понимать. Или мы хотим потерять компанию окончательно, так, или мы хотим все-таки хоть с какими-то там потерями так, ну, перестроиться, пускай болезненными, да, и уже еще на долгие десятилетия иметь компанию, которая будет обеспечивать и республику, и район, и город налогами, рабочими местами, с определенной инфраструктурой, будет высокоэффективной и известной такой, ну, конкурентоспособной на мировых рынках. Конечно, мы все выбираем второе. Но при этом мы, конечно, никогда не должны забывать о людях. Люди — это самое главное, что и у нас есть. При этом профессионалы, которые работают в «Алроса», на мой личный взгляд, являются производственной профессиональной элитой нашей республики. И этот потенциал мы должны использовать крайне бережно. Каждый человек вот в «Алроса» — это на вес золота. И этих людей мы уже не воспитаем, и, точнее, быстро, да, и чтобы воспитать таких специалистов, должны пройти десятилетия. И я очень надеюсь, что в этом вопросе мы с руководством компании «Алроса», с профсоюзом работников «Алроса», с руководством района и города все-таки сможем найти такие правильные подходы к каждому вот случаю сокращения, с тем, чтобы люди не остались просто один на один с своими проблемами, а все-таки оказались востребованы здесь, на территории Мининского района, Ленского района, вообще нашей республики. Потому что, ну, сегодня не секрет, у нас на территории компании Мирнинского района, кроме «Алроса», действует еще 11 крупных недропользователей. Причем многие из них, к сожалению, не используют местные трудовые кадры, а предпочитают привозить вахту. Но разве это порядок? Разве так должно быть? Вот. И я думаю, что вот в этой части мы, конечно, в разы будем усиливать свою работу. Продолжая, кстати, разговор о реорганизации и реформировании, в правительстве республики подобный процесс будет или он уже идет? Ну, правительство республики сейчас очень активно меняется. У нас уже новый председатель правительства, который, на мой взгляд, способен как раз вот в вопросах управления принимать современные правильные решения. Мы будем оптимизировать излишние дублирующие функции. Уже ряд министерств ликвидирован. Практически где-то мы на 8-7% сократили аппарат и администрации главы республики, правительства республики в целом как бы сократилась, и штатная численность министерств и ведомств. И эта работа будет идти и дальше. Потому что, еще раз говорю, мы должны повышать свою эффективность. К сожалению, сегодня ситуация с бюджетом республики, в том числе из-за не очень эффективных управленческих решений, она далека от блестящей, мягко так скажем. Да, у нас есть очень большой скрытый дефицит. У нас есть расходы, которые мы обязаны сделать, но они не покрыты нашими никакими доходами. И сегодня мы вот очень большую работу ведем, в том числе, я этого не скрываю, с руководством компании, чтобы мы все-таки дополнительные какие-то источники нашли у нас внутри республики с тем, чтобы сбалансировать бюджет. Задача крайне непростая. Мы оцениваем вот этот дефицит скрытый 15 миллиардов рублей. Огромные деньги, так, и, конечно, без помощи нашего бюджетообразующего предприятия мы с этой задачей сами справиться будет нам очень трудно. В этом плане, насколько вы готовы к новым, может быть, даже неочевидным решениям, поскольку недавно как раз вы встречались с группой слушателей Массачусетского технологического института, и они учатся по программе развития регионального предпринимательства, и вот предложили ли они вам идеи для развития республики, которые вот уже вы взяли на карандаш? Поскольку сегодня, мне кажется, малый бизнес, индивидуальное предпринимательство — это действительно хороший такой путь для развития. Вы знаете, вот эта команда, она там на самом деле учится во многом благодаря мне еще. Да? Когда я был главой Якутска, я всех этих ребят знаю, я их, скажем так, ну не то что вдохновил, да, но я был одним из тех людей, которые помогли им туда попасть. И я с ними со всеми постоянно вот так встречаюсь. Ну, в этот раз мы встретились уже в новом статусе, когда я стал временно исполняющий обязанности главы республики. И, конечно, мы говорили об инновационном развитии нашей Якутии. Я уверен в том, что ставка на сырьевую экономику — это не то, что вот единственным образом может определять развитие Якутии. Мы, конечно же, должны заниматься не сырьевой экономикой, инновационной экономикой, креативной экономикой, различными новыми подходами, в том числе, вот вы правильно сказали, малый бизнес, например, да, это то, что, по крайней мере, дает людям работу и занятость. Вот. И у нас есть хороший опыт и по городу Якутску развития малого бизнеса.
А с ребятами я говорил о как раз новых подходах к развитию не просто малого бизнеса, да, не просто, например, там производства чего-то или там торговли, а мы говорили о развитии инновационного малого бизнеса. Того, что в перспективе может вырасти там крупные корпорации, там, знаете, вот типа Гугла, Амазона. У нас в Якутске есть замечательные примеры. Вот тоже мобильное приложение InDriver, которое, ну, мобильное такси, оно сегодня занимает 3-е место в России после Яндекс.Такси и Гетти.Такси. Да? Та же компания Майтона, которая производит игры на iPad, она уже и 2 ее игры вошли в топ-20 игр на iPad на американском рынке. И сегодня эта компания уже платит сотни миллионов рублей налогов. Вот, и 200 ребят там работают, уже получают очень достойную, хорошую зарплату. Налоги идут в республику. Ну, конечно, а куда? Они зарегистрированы в городе Якутске. Вот. Причем средняя заработная плата по ней, да, она, в этой компании, она выше, чем средняя по Алросу. Вот. Это же прекрасно. И я считаю, что таких компаний должно быть много. Причем такие компании должны появляться не только в Якутске, но и здесь, в Мирном, например, да, с учетом того, что здесь есть и университет, здесь есть прекрасная возможность уже свои инновационные разработки сразу же внедрять в жизнь, например, в той же компании Алроса, в тех же недропользователей, которые сегодня сюда приходят в нефтегазовую отрасль. Мы должны перед нашими учителями в школах, перед вообще образованием ставить именно такие задачи, чтобы мы готовили наших детей к качественной уже послешкольной жизни, чтобы они могли поступать в лучшие университеты, институты, в самые лучшие профессиональные колледжи, становиться высококвалифицированными специалистами, которые смогут обеспечивать себя, свою семью, своих родных, близких, в конце концов платить налоги городу, республике, в целом нашей стране. Да? Вот для этого система существует. Вот. Мы поэтому должны в республике в целом поменять свой взгляд на очень многие, казалось бы, уже ставшие обыденными вещи. И тогда, я уверен, у нас все получится. Еще один важный момент в плане развития. Сегодня страна взяла курс на развитие Дальнего Востока. Якутия чувствует этот курс? Якутия не только чувствует этот курс, да, мы ставим задачу, что мы должны стать лидерами этого курса. Якутия — это часть нашей великой России. Мы всегда были, есть и будем частью российского государства. И развитие Дальнего Востока — это тот, знаете, ледокол, да, который сегодня ломает весь лед, который мешает нам идти вперед. И мы должны им воспользоваться. Мы должны быть лидерами, должны идти впереди и быть лидерами не только Дальнего Востока, но я и ставлю задачу, что по многим направлениям Якутия должна стать лидером Российской Федерации. Все для этого есть? У нас, еще раз говорю, у нас все для этого есть. У нас есть поддержка президента страны, у нас есть замечательные люди, у нас есть богатство, у нас есть множество разных проектов в самых разных отраслях. Не только в сырьевых проектах, но и в инновационных производствах. В том же сельском хозяйстве есть проекты, которые теоретически способны десятки тысяч людей прокормить и обеспечить им достойную жизнь. Вот просто надо этим реально серьезно заниматься, не бояться трудностей, не искать легких путей и, еще раз говорю, не ждать, а самим активно участвовать в этих процессах. Ну что ж, спасибо. На этом предлагаю закончить. Спасибо.